بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Важной частью верующего человека в его жизни, чтобы достичь любви Аллаха Азза ва Джаль, это то, что у него должна быть крепкая связь с Аллахом Азза ва Джаль, та связь, которой не будет у него ни с кем, кроме как с Аллахом Азза ва Джаль. И если посмотреть сиру пророка, алейхиссалату вассалям, также истории сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, то мы можем найти, что Аллах Азза ва Джаль давал им помощь и победу именно тогда, когда у них укреплялась связь с Аллахом Азза ва Джаль. И поэтому Всевышний Аллах Азза ва Джаль ниспослал много аятов, указывающих на это. И во время сражения при Ухуде, когда мусульмане собрались против врагов Аллаха Азза ва Джаль, и в то время, когда лицемеры покинули пророка, алейхиссалату вассалям, более 300 человек, которые покинули пророка, алейхиссалату вассалям, и когда им сказали: почему вы не сражаетесь, давайте сражайтесь с нами вместе против врагов Аллаха, они сказали: если бы мы знали сражение, которое должно быть правильное сражение против врагов Аллаха, то мы бы стали бы рядом с вами и сразились бы. Но в итоге они покинули ряды пророка, алейхиссалату вассалям. А другая часть некоторых мусульман начали говорить: если бы наши братья, то есть алладина калу ли ихванихим ва кааду лау атауна ма кутилу, если бы те, которые сказали своим братьям, и те, которые отсиживались от сражения, то есть оставили пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников, они начали говорить: если бы они послушались нас, то есть, как известно, при Ухуде было убито больше 70 сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. И они начали говорить: если бы они послушались нас, то они не были бы убиты. Однако Аллах Азза ва Джаль сказал: «Куль фадрау ан анфусикумуль маута ин кунтум садикин». Скажи, защитите себя от смерти, если вы говорите правду. И зная это, верующие, то есть подвижники пророка, алейхиссалату вассалям, как же они ответили? Каким же была их реакция, какая же была у них? И поэтому Аллах Азза ва Джаль дальше в этих аятах говорит: «Алладина кал лахум ан-насу инна ан-наса кад джамау лакум фахшаухум фазадахум имана ва калу хасбуна Аллаху ва ни'маль вакиль». И те люди, которые начали говорить с подвижником пророка, алейхиссалату вассалям: поистине против вас собрались очень много людей, чтобы сразиться с вами, чтобы полностью истребить вас. То есть фахшаухум, боитесь их, они говорили. Фазадахум иман, говорит Аллах Азза ва Джаль, ихний иман, ихняя вера усилилась, ихняя вера стала еще большей. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. И они сказали: нам достаточно Аллаха Азза ва Джаль, поистине Он прекрасный покровитель. И после этого Всевышний Аллах Азза ва Джаль также указал, что те, которые именно в этом сражении стали шахидами, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Не считай тех, которые погибли на пути Аллаха Азза ва Джаль, мертвыми, поистине они живые и получают свой удел у своего Господа. То есть Аллах Азза ва Джаль указал в этом аяте дальше, что даже те, которые погибли, они не погибли, они живые у своего Господа. То есть они переселились из этого временного мира в вечный мир, вечную жизнь. Но, как известно, как мы говорили до этого, то есть смерть – это есть истина. И нету ни одного человека, который сомневался бы, что к нему придет смерть. Даже неверующие люди знают, они уверены, что к ним придет смерть. Но из-за того, что они не уверовали в единого Аллаха Азза ва Джаль, из-за того, что они не поклонялись единому Аллаху Азза ва Джаль, им это не поможет. И поэтому, как известно в других аятах, Всевышний Аллах говорит: «Айнама такуну юдрикумуль маут». Где бы вы ни были, вас настигнет смерть, «Валяу кунтум фи буруджим мушайяда». Даже если вы будете в укреплениях, или же укрепленных в замках, или же укрепленных местах. То есть смерть к человеку по-любому придет.
Но суть вот всех этих аятов – это то, что связь сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, она была крепкая. Они знали то, что им обещал Аллах Азза ва Джаль и его посланник, это является истиной. Так же, как это было при сражении Ахзаб. Сражение, когда племена, союзные племена собрались против пророка, алейхиссалату вассалям, окружили Медину. И это дошло до того, что некоторые верующие люди, они уже, ихние глаза уже начали поворачиваться от страха. Ихние сердца достигли до глоток. И даже «Вазульзилу зильзалян шадида», и они были сильно потрясены, говорит Аллах Азза ва Джаль. И даже в этот момент некоторые лицемеры не упустили свой шанс, чтобы постараться навредить мусульманам. Они начали говорить то, что обещал нам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это является только ложью. То есть как он может утверждать, что Аллах обещал нам то, что мы завоюем Персию, то, что мы завоюем Рим, в то время, когда мы боимся пойти исполнить свою малую нужду. Однако, и даже некоторые начали говорить: давайте возвращайтесь в свои дома, поистине ваши дома аура, то они пустые, то есть незащищенные. Однако Аллах говорит: «Вама хия би аура», эти дома не были пустыми, однако вы просто хотите сбежать с поля боя. Но все же верующие, которые были там, у которых искренне верили, что Аллах Азза ва Джаль обязательно даст им победу, они начали утверждать то, что وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. И когда верующие увидели вот эти союзные племена, которые собрались против них, огромное количество врагов Аллаха Азза ва Джаль, когда они собрались, именно верующие, сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, именно те, у которых связь была крепкая с Аллахом Азза ва Джаль, они начали говорить: «Хада ма ва'адана Аллаху ва расулуху ва садака Аллаху ва расулуху». Это то, что нам обещал Аллах и его посланник, и поистине Аллах и его посланник были правы. И это всего лишь увеличило их в имане и в подчинении Аллаху Азза ва Джаль. То есть каждый раз, когда вера верующих людей укреплялась, каждый раз, когда их связь с Аллахом Азза ва Джаль еще больше укреплялась, Аллах обязательно давал им победу. И поэтому, знаете, братья, поистине тот человек, который оставит связь с Аллахом Азза ва Джаль, то ему не будет ни покровителя, ни помощника. Тот человек, который оставить вот эту связь, или же тот человек, который будет именно связывать все свои дела с Аллахом Азза ва Джаль, относить все свои нужды к Аллаху Азза ва Джаль, просить у него всегда. Тот, кто будет опираться на Аллаха Азза ва Джаль, то он найдет, как Аллах Азза ва Джаль поможет ему. Найдет Аллаха, как он ему помогает, как Аллах Азза ва Джаль его возвеличивает в этом мире. И как сказано, и как говорил Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху: «Нахну каумун а'аззана Аллаху биль-ислам». Мы народ, которого Аллах возвысил именно исламом, именно религией ислам. «Фамахма бтагайна аль-иззата фи гайрихи азаллана Аллах». И как если мы будем искать величие у кого-либо, кроме как у Аллаха, или же в другом месте, как оставляя религию ислам, то Аллах обязательно унизит нас. И поэтому вот эта связь с Аллахом Азза ва Джаль верующего человека, она должна быть сильная. Она должна быть сильной. И каждый раз мы должны смотреть за своими душами, являются ли они поистине связанные с Аллахом Азза ва Джаль или же нет. Или же мы упираемся на кого-либо помимо Аллаха Азза ва Джаль. Или же мы думаем, что какие-то народы, какие-то люди будут нам помогать, или же мы будем надеяться от ихней милости. Нет, Аллахи, неверующие люди, особенно неверующие люди, они никогда не будут желать добра верующим людям. Это ясно пришло в аятах Корана. То есть Аллах Азза ва Джаль в многих аятах указал, что враги Аллаха, что иудеи и христиане, или же другие многобожники, они не оставят верующих до тех пор, пока они не последуют их религии. И поэтому, если верующий человек укрепит вот эту свою связь с Аллахом Азза ва Джаль, если он будет остерегаться каких-либо движений, которые не связаны с Аллахом Азза ва Джаль, то есть, смотря как он сильно укрепит свою связь с Аллахом Азза ва Джаль, после этого
к нему приходит второй плод. Второй плод этого – это любовь Аллаха Азза ва Джаль. То есть ты заслуживаешь любви Аллаха Азза ва Джаль. И как известно, если ты заслужил любви Аллаха Азза ва Джаль, то и остальные люди полюбят тебя. То есть ни один человек в этом мире, никто не сможет навредить тебе. Как пришло в хадисе от пророка, алейхиссалату вассалям, «И'лам анна аль-уммата лау иджтама'ат аля ан янфa'ука бишейн, лам янфa'ука илля бишейн кад катаба Аллаху лак». То есть знай, если вся умма, все люди этого мира соберутся, чтобы тебе чем-либо помочь, то они не смогут тебе помочь ничем, кроме как того, что предписал тебе Аллах Азза ва Джаль. И также, если они соберутся, чтобы навредить тебе, они ничем не смогут навредить тебе, кроме как того, что предписано было тебе Аллахом Азза ва Джаль. Что касается представления связи с Аллахом Азза ва Джаль, если привести из сиры или же из истории сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, когда было сражение при Ярмуке, Абу Убайда написал письмо Умару ибн аль-Хаттабу, радийаллаху анху. То есть там есть разногласия, был ли в то время халифом Умар ибн аль-Хаттаб или Абу Бакр. Однако многие приводят, что это было именно правление Умара ибн аль-Хаттаба, то есть правление Абу Бакра, и именно в этот момент Абу Бакр, радийаллаху анху, покинул мир, и вместо него стал Умар, радийаллаху анху. То есть сражение при Ярмуке это было огромное сражение, то есть количество мусульман тогда было где-то в 5 раз меньше, чем врагов Аллаха. То есть мусульман было тогда где-то 23-24 тысячи человек, а врагов Аллаха, римлян, было где-то 120 тысяч человек. То есть огромное количество войска. И когда они увидели вот это огромное количество войска, они посчитали, то есть Абу Убайда именно он написал письмо Умару, радийаллаху анху, чтобы он, то есть указывая ему ихнее положение о огромном количестве врага Аллаха Азза ва Джаль. И когда он отправил письмо, чтобы Умар отправил к ним на помощь еще войска, еще людей, многие люди, те, которые были в Медине в то время, они были в печали, даже плакали. И особенно в печали был Абдуррахман ибн Ауф. Абдуррахман ибн Ауф сказал Умару: ты обязательно должен отправить туда, то есть сам ты должен отправиться туда именно с войском мусульман, чтобы они помогли им. Но что сделал Умар? Умар, радийаллаху анху, сказал: я не вижу, что мы должны туда отправить людей. То есть он сказал: я не вижу, что мы должны отправить туда людей. И он сказал: поистине, если они искренне будут полагаться на Аллаха Азза ва Джаль, и они обязательно одолеют врага. Умар написал ему в ответ письмо и сказал ему: как только придет к тебе это письмо мое, как только ты его прочитаешь, обязательно возьми с собой людей и начни нападение, то есть сражение против врагов Аллаха. И тогда это письмо, когда им пришло, то есть в то время там был и Халид ибн Валид, то есть Халид ибн Валид тоже, они позвали с другого фронта, они собрались и, как известно, в этой битве верующие люди победили. Это был один из случаев, когда, то есть Умар ибн аль-Хаттаб знал, что если они будут искренне полагаться на Аллаха Азза ва Джаль, то им обязательно будет победа от Аллаха Азза ва Джаль. Но на самом деле победа от Аллаха Азза ва Джаль, мы должны понимать, что она бывает именно двумя образами. Первое это, или же верующий человек выигрывает именно на этой земле, то есть выигрывает у неверующих людей, и он возвращается победителем с разными трофеями и так далее. И второе это шахада на пути Аллаха Азза ва Джаль. Это то, что он становится шахидом на пути Аллаха Азза ва Джаль. То есть мусульманин, как говорил пророк, алейхиссалату вассалям, верующий человек, если он вышел на джихад, то есть на сражение против неверующих, и с намерением, что он обретет одно из двух побед, то он обязательно вернется с одной из двух побед. Это или шахада, или то, что он победит именно в этом мире врагов Аллаха Азза ва Джаль и возвратится победителем. И поэтому верующие люди, то есть они никогда не бывают в проигрыше. И это очень важно. Важно, чтобы верующий человек укрепил свою связь с Аллахом Азза ва Джаль. Таких историй, наверное, можно привести очень много из жизни описания сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Однако верующий человек, то есть мы должны понимать, что чтобы мы не потерпели убыток в этом мире и в мире вечном, должны в первую очередь укрепить нашу связь с Аллахом Азза ва Джаль. То есть это очень важно. И как пришло в сражении при Бадре,
где Аллах Азза ва Джаль говорит: «Истастагифуна раббакум фастаджаба лакум анни мумиддукум би альфи миналь малаикати мурдифин, вама джа'алаху Аллаху илля бушра, валитатмаинна бихи кулубукум, ваман наср илля мин индиллахи, инна Аллаха азизун хаким». Во время сражения при Бадре верующие сказали: вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: я помогу вам тысячу ангелами, следующих друг за другом. И Аллах сделал это доброй вестью для верующих людей, дабы ваши сердца обрели покой. Победа может быть только от Аллаха, воистину Аллах могущественный и мудрый. В этом бою также, как известно, врагов Аллаха было больше, чем верующих людей 3-4 раза. Но их вера и вера в Аллаха Азза ва Джаль, и то, что они верили, что Аллах обязательно даст им победу, это укрепило их, и они выиграли именно в этом сражении. И поэтому также, братья, чтобы достигнуть довольства Аллаха Азза ва Джаль, чтобы укрепить вот эту связь с Аллахом Азза ва Джаль, мы должны также укрепиться в наших дополнительных поклонениях Аллаху Азза ва Джаль. Имеется в виду, мы не должны ограничиваться тем, что обязал нас Аллах Азза ва Джаль, то есть это пятикратная молитва каждый день, там, или же там пост, или же джум'a и так далее. Но чтобы достигнуть любви Аллаха Азза ва Джаль, крепкой связи с Аллахом Азза ва Джаль, у нас также должны быть дополнительные поклонения Аллаху Азза ва Джаль, как дополнительные намазы Аллаху Азза ва Джаль. И здесь даже мы не должны говорить о тех намазах, сунна-намазах, раватиб, которые до и после обязательных молитв. То есть эти молитвы пророк, алейхиссалату вассалям, их вообще не оставлял. То есть тот, который говорит, что он следует сунне пророка, алейхиссалату вассалям, у него даже не должно быть такого, что он будет оставлять вот именно молитву раватиб. Раватиб – это 12 ракатов каждый день после до утреннего намаза, 2 раката, 4 раката, то есть по 2 раката, 4 раката до обеденного намаза и 2 раката после, и также 2 раката после магриба и 2 раката после иша. То есть эти 12 ракатов, и также про это пришли хадисы от пророка, алейхиссалату вассалям, что Аллах уготовит место в раю тому, кто будет их выполнять. То есть эти намазы, про них мы даже и не говорим. То есть это даже у нас не должно быть такого, что я не оставляю эти молитвы. Но здесь имеются в виду другие дополнительные намазы, как намаз духа, как намаз аль-витр, или же другие намазы там разные, которые есть. Или же сунна намазы раватиб аль-мутляка. Просто так ты становишься и делаешь молитву Аллаху Азза ва Джаль, просишь его, чтобы он укрепил тебя на религии Аллаха. То есть именно, как пришло в хадисе, «Вама язалю абди ятакаррабу илейя бин навафили, хатта ухибба». Аллах Азза ва Джаль говорит: мой раб не перестанет поклоняться мне именно навафилями, дополнительными молитвами, до тех пор, пока я его не полюблю. То есть Аллах полюбит своего раба именно тогда, когда он будет совершать дополнительные намазы. То есть некоторые иногда бывает, что это же сунна, можно оставить, можно не делать. Нет, так не получается, братья. Если мы говорим, что следуем сунне пророка, алейхиссалату вассалям, то мы должны стараться выполнить все его сунны, все, что он делал. То есть все, что делал пророк, алейхиссалату вассалям, это он делал для блага для нас же, чтобы мы взяли пример с него. «Улин кунтум тухиббун Аллаха, фаттаби'уни юхбибкум Аллах», говорит Аллах Азза ва Джаль. Скажи, если вы утверждаете, что любите Аллаха Азза ва Джаль, фаттаби'уни, скажи им: я Мухаммад, последуйте за мной. Юхбибкум Аллах, и Аллах вас полюбит, говорит Всевышний Аллах Азза ва Джаль. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, дальше в этом хадисе говорит: «Фаида ахбабту кунту сам'аху алладhi يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه». И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: если я его полюблю, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрение, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит меня, я обязательно дарую ему то, что он просит. Если он обратится ко мне за защитой, я обязательно защищу его, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, хадис аль-Кудуси. То есть Аллах Азза ва Джаль сказал об этом.
И, братья, в первую очередь, это насиха мне самому себе и после вам, и также другим братьям, которые услышат это, то, что мы, чтобы укрепить нашу связь с Аллахом Азза ва Джаль, обязательно должны выполнять поклонения, которые являются из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин.